Вырваться из этих пут и советскости, и авторитаризма, лукашизма. Вместо чего уже давно в мусорном ящике. А белорусы никак этого советского человека из себя выжить и выдавить не могут. В Древнем Риме ведь тоже рабы не хотели стать свободными. Они мечтали стать рабовладельцем. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні адмысловы госць, эстонскі сацыёлаг, грамадствазнаўца, педагог, грамадскі дзеяч, чалавек, які ўваходзіў у склад дэлегацыі, якая ў 1989 годзе вела перамовы з тагачасным кіраўніком СССР Михаилом Горбачевым пра выхад эстонскай рэспублікі са складу СССР. Юла Воглайт. Здравствуйте, господин Воглайт. Добрый день. Я начну, может быть, немного неожиданно. Знаете, сейчас, после того, как в Беларуси начались протесты, как большинство людей, ну, всех, кто выходит на улицы, они выходят с национальными бело-красно-белыми флагами, людей, которые заинтересовались белорусской историей, музыкой белорусской, всем белорусским заинтересовались своими корнями, власть почему-то решила, что, оказывается, не хватает патриотического воспитания молодежи, потому что как же, что это за патриоты, которые тут, понимаете, не с государственными красно-зелеными флагами ходят, а с какими-то вот бело-красно-белыми, ну и так далее. Вы написали, что сейчас пишете, занимаетесь тем, что пишете такие книги, в которых рассказываете эстонским родителям, бабушкам, дедушкам, как правильно воспитывать молодое поколение, их внуков, детей. А вот в этих ваших книгах есть, вы учите, как патриотически, как патриотов воспитать из вот молодого поколения. Спасибо за приглашение в передачу. И вы затронули сразу такой фундаментальный вопрос. Это вопрос о том, каково наше будущее, точнее говоря, каким вырастает молодое поколение, и оно способно мыслить своей головой или, увы, делает то, что приказано, как приказано, где приказано, с чего приказано и так далее. То есть не задает себе, ни другим вопрос о том, кто я, кто мы, к чему стремимся, что целесообразно, что разумно, что современно, что устарело, что негодное, вместо чего уже давно в мусорном ящике. И если вы спросили, вот, что и сказали, что я хочу научить бабушек и дедушек, как воспитывать внуков, то это не совсем точно. Я этого как раз не хочу. Я хочу внести небольшой вклад в то, чтобы и бабушки, и дедушки, не говоря о родителях и других, немножко поглубже посмотрели, от чего зависит вырастание детей
То есть мальчиков и девочек в разном возрасте. И ведь одинаковых нет. Все особые. Все имеют право быть невероятными, восхитительными и так далее. Самые такие теплые слова сюда можно привести. И это вовсе не просто. Таких рецептов в принципе не может быть. И вот как разобраться, что среда развития – это очень сложная структура имеет. И что вот чувство ответственности у человека, неважно в каком возрасте, формируется через решение, не через принятие решений, сделанных кем-то, а через то, что человек сам решил. На русском тут очень опасная такая ошибка может произойти. Вот говорят ведь на русском принятие решений. Так принять можно то, что другие сделали, а надо самому сделать решение. На английском этой трудности нет. Говорят decision making, make decision. И вот в этом как раз очень большая такая, возможность и препятствие в то же время. Если люди отвыкли решать и поняли, что от них ничего не зависит, все равно дела идут как-то, и они могут молчать или говорить, нет разницы, тогда все в целом идет на свалку. Я все-таки вернусь к вопросу о патриотизме. Как вы считаете, в современном мире, который вот глобализируется, когда границы стираются, какой-то патриотизм, какой-то вот национализм в хорошем смысле этого слова, он нужен? Абсолютно необходимое качество личности. И в первую очередь вопрос в таком педагогическом ключе состоит в том, что ребенок осознал свое «я». И тогда возникает представление о «мы», а потом представление о той среды, где он растет. Это его семья, это его ближайшее окружение. И так ступень за ступенью он начинает ощущать себя как член своего общества и представителя своей культуры. То есть единство культурного и общественного единства их. Вот ценность. Не одно или второе, а то и другое. Я поставлю свои пальцы таким немножко странным образом, но вот этот палец, который выше, это, допустим, это указывает представление об обществе, а тот палец, который лежит, представление о культуре. Мы члены общества и представители культуры в то же время. И если одного из них нет или какое-то искаженное представление, то человек своей головой не в состоянии не ориентироваться, а тем более делать такие решения, которые, из-за которых не надо стыдиться. И патриот вырастает не через принуждение, а через свободу. А свобода – предпосылка творчества, а творчество – основной механизм развития. Если нет свободы, творчества не может быть, и субъект не развивается, становится каким-то
объектом манипуляций, что и является страшным последствием той системы, которая теперь потихоньку уходит в мусорный ящик истории. А какие могут быть искажения? Вот вы сейчас сказали, что если человек осознает себя частью культуры, не осознает себя частью общества, это искажение. Если человек... А вот можно как-то поподробнее об этом? Да, вот общество формальная структура, имеет формальную структуру. В обществе общественные институты – это институциональная система, в которой основной закон, который фактически соблюдается, или формально закон есть, а фактически не соблюдается. Как, например, я приведу ужасный пример. Я думаю так, что сталинская конституция в свое время, который День Конституции справляли, так это большой праздник, везде флаги, и так свободный день от работы и так далее. День Конституции. Но фактически нельзя было даже упомянуть где-нибудь, что существует Конституция, согласно которому гражданин имеет соответствующие права. Этого даже упомянуть нельзя было. И не говоря о том, чтобы полагаться на эти права и требовать их соблюдения от всех административных таких деятелей. А вот в принципе ведь так, что когда мы строим общество, где люди хотели бы жить и расти детей, и быть счастливыми, так это требуется, чтобы человек чувствовал себя и мог бы чувствовать себя достаточно образованным, достаточно информированным и достаточно опытным. Это единство не образование, информация или опыт отдельно. Говорить про них отдельно можно, а проявляются они в единстве. Если одного нет, другие теряют смысла. И вот в этой книге, которую вы уже тоже упомянули, «Напутствие гражданину», там раскрывается и образование как готовность вести себя не только как член общества или представитель культуры, а в их единстве. И то, и другое. И бороться надо тоже как за формальное, так и за неформальное. А культура неформальная структура. Передается с поколения в поколению, передается традициями, обычаями, неписанные законы, совокупность неписанных законов, совокупность того, что люди несут в сердце, которые, на что ложится любовь, самый важный фактор человеческой жизни. И вот все это неформальное никак не менее важное, нежели это формальное, которое исходит от формальной структуры, институциональной структуры. Правильно ли я вас понял? Для того, чтобы гражданину Эстонии принимать качественные решения, например, правильно и разумно голосовать на выборах там, президентских или парламентских, ему, кроме знания Конституции, еще необходимо знание истории своей страны. Абсолютно. Без истории, без понимания своих корней. И вот
все теряет свою сущность, остается лишь видимость. И вот фундаментальным является в обществе и в культуре, и в жизни человека вообще это саморегуляция. Не управление и руководство, которые осуществляют какие-то вот руководители, а саморегулятивное то, что исходит от внутренних побуждений. И опять можно 3 существенных фактора. Первое – интерес. Люди должны иметь интерес. Если интереса нет, они вообще не занимаются. Вот так. Отбить интерес у ребенка или у взрослого запросто можно. Далее надо иметь силу воли. Не бросить по полпути, довести, быть настойчивым, добиться удовлетворительного качества решений, исполнения и так далее. Не пропустить несистемные рассмотрения и добиться профессиональности. Это требует силы воли. А в-третьих, требуется вера. Необходимо верить в то, что мы делаем правильное дело, то, что мы чем занимаемся, это в принципе необходимое, этому надо верить. Надо верить в самого себя, мы добьемся, не сдаемся и прилагаем все свои силы, свои умы к тому, чтобы достигать успеха, а это достигается не трудом, а сотрудничеством, создавая друг другу предпосылки успеха. Каждый отдельно, один может делать что угодно в больших процессах. Одному успеха достигать не удается. Успех достигается в сотрудничестве, то есть в процессах, где люди хотят и могут создавать друг другу предпосылки успеха. Тогда дела идут хорошо. То есть история является необходимым условием для того, чтобы люди, как вы говорите, создавали друг для друга предпосылки успеха. Да. А еще такой вопрос, он очень актуален для Беларуси. Вот если следующее поколение эстонцев перейдет с эстонского языка на английский, для вас это будет хорошо или плохо? Это ужасно. И этого, я надеюсь, не произойдет. Хотя, конечно, такие угрозы все время. И все-таки Эстония маленькая страна, и эстонцев менее миллиона сейчас. И так далее. Так что угроза, конечно, существует. Но угроза была и в советское время. И Эстония была одна из тех республик, так называемых, где все-таки учебники были свои, не переводные из русского, а свои учебники на эстонском языке. Учеба ведется на эстонском языке. И вообще ребенок приобретает родной язык. Это первая ступень рефлексии, и это является основой его развития на всю жизнь. Он может набрать еще множество других языков, неважно сколько, и родной язык лежит все равно в основе, и родной язык это фундаментального значения имеет. И если инженеры или кто-то так не имели счастья глубоко посмотреть в это можно выразить соболезнование, это очень плохо. Но
надо взять время, чтобы убедиться в этом. Родной язык – абсолютно важная предпосылка интеллектуального развития, становления личностью и достигать успеха в тех сферах, где достигается и профессиональность. Если взять сегодняшнюю Беларусь, то большинство белорусов не владеют белорусским языком, как у нас говорят, матчиной мовой. Понимают, да, много, но не пользуются им, не могут разговаривать. Не знают истории. Ну, так в школе учили. Могут прочитать на память стихотворение какого-нибудь Пушкина или Лермонтова, но не прочитают белорусского поэта, не знают белорусскую музыку. Ну, что-то знают, да, из белорусских традиций, там, дяды и так далее, но вот в основном воспринимают себя там чуть ли не как вот, ну, я не знаю, там, часть русского народа, русские со знаком качества и так далее. Ну да, в последнее время немного изменяется ситуация, но вот получается, если слушать вас, какое важное значение для того, чтобы построить нормальную страну, нормальное общество, о каком-то светлом будущем думать, то у белорусов шансов нет, потому что у них вот нету всего этого перечисленного. Да, я понял. Вопрос это... Извините. Это бич нашего времени. И не только здесь, в разных империях такие стремления ведь были и есть сейчас. То же самое можно увидеть в Китае, в Индии, ну и других. Теперь уже все меньше и таких империй. После Первой мировой войны они уже начали распадаться, но после Второй мировой войны их все меньше и так далее. Но идентитет личностный, а также национальный идентитет – очень важные факторы самочувствия и развития любого субъекта, любого. На каком-либо уровне рассмотрения не говорили. И далее, теперь для нас вопрос о том, как идентитет формируется, как сохраняется и как проявляется. И в нормальном государстве это создают предпосылки для этого всего. И в семье не только язык, там и песни, и танцы, и пища, всякие блюда, но что кушать, и одежда, и обычаи, и день рождения, как бы день мамы, папы. И вот если нет корней у человека, тогда вырастет кривой. И это корни. Тут, я думаю, нормальному человеку нечего говорить и учить. Там нечего. Нормальный человек это поймет без посторонних всяких разговоров. Но важно верить, что это не будут, другие для нас не будут делать. Это идентитет формируется своими силами. Она формируется как практика, а не как результат какого-то объяснений, каких-то специальных учебы. Это естественное и формируется саморегулятивным путем, если люди осознают, что мы такая же нация, как другие, и это вовсе не какой-нибудь национализм, это естественное для того, чтобы радоваться тем, что мы и народы тоже ведь могут друг друга обогатить, и чем больше разных культур, тем больше возможностей оказаться
полезным в международном сотрудничестве. Мы раньше говорили про индивидуальное сотрудничество, а сейчас международное сотрудничество. Это вовсе не означает, что мы противопоставляем себя кому-то. И вроде кажется, что один народ там лучше или хуже. В этом вообще нет вопросов. А интеграция – это такой процесс, где люди сохраняют свою основную культуру и соединяются. А ассимиляция – это то, о чем вы в своем вопросе упомянули. И вот это такой совсем другой вопрос, который мы сейчас не обсуждаем. И для этого я даже не хочу затрагивать. Еще один вопрос, может быть, немножко не по теме, но в то же время. Скажите, вот наша нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич много говорит о том, что белорусам нужно выдавить из себя советского человека. И вот Советский Союз давно развалился, а белорусы никак этого советского человека из себя выжить и выдавить не могут. У эстонцев это получилось? И как? Да, но если я скажу, что это получилось у всех и полностью, то это было бы, наверное, преувеличение. Есть такие люди тоже, которые какую-то ностальгию имеют. Но в целом это, конечно, для эстонцев тут проблема уже не является давно. И довольно интересно посмотреть этот процесс. Когда мы рассматриваем процесс, то есть совокупность событий, находящихся во временном последовательности и в логической связи, то там вот этапы. Но если кто-нибудь будет моделировать этот процесс и нарисует эти этапы, что формируется в одном этапе, в следующем, третьем, пятом, десятом, тогда я предлагаю особенно сосредоточить внимание на переходы. Вот когда один этап закончился, а другой еще не начался. И вот между ними какой-то промежуток. Он обыкновенно не очень долгий, но все-таки может быть не только несколько дней, а несколько месяцев и даже несколько лет. Вот эти переходы, оказывается, и в истории очень сложными. Они, вот если кто-нибудь имеет особый интерес, я этим занимался, можно сказать, уже 20 лет своей жизни, а мне уже очень много. Я этими переходами специально старался заниматься и выявить причины того, что кое-кто не может вдруг осознать, что самостоятельность – ценность. Не может осознать, что рабство не только физическое, а также духовное. И вот довольно интересно посмотреть, что в Древнем Риме ведь тоже рабы не хотели стать свободными. Они мечтали стать рабовладельцем. Они же стремились, не свобода являлась идеалом, а власть. И те, которые привыкли кланяться и действовать согласно
посторонним советам и приказам и так далее, ведь вообще-то чувствует себя так, как птица, в этом смысле, что ответственности нет. Отвечает тот, кто решил, а мы как исполнители делаем то, что приказано, как приказано, где приказано, с чего приказано и так далее. А что получится, пусть сам посмотрит. Это не мы решили, значит, мы и не отвечаем. И вот боязнь перед ответственностью и является иногда и довольно часто этим фактором, который пугает людей, привыкших как-то жить безответственно. И это ключевой вопрос. И одно дело избавиться от неприятностей в принципе невозможно. Я не оговорился. Возможно избавиться от факторов, от того, что формирует дурное представление о себе и о жизненной среде. Ну и, господин Боглайт, нам тут, к сожалению, нужно приближаться к закончению программы. Я хотел бы возвращаясь к национальной идее. Многие говорят, какая национальная идея? В нашем мире уже ничего этого не надо. Это надо было там в 19-м, может быть, в 20 веке, а сейчас-то вот уже 21-й. Национальная идея, она вообще нужна сегодня? И какая у Эстонии, у эстонцев сегодня национальная идея? Национальная идея нужна, то есть однозначно, отвечаю. И она, в принципе, ценность в самом себе. Так же, как любое растение в природе, ценность в самом себе. Любое животное в природе, везде. Разнообразие есть ценность сама в себе. И все культуры, в принципе, равнозначны. И это всегда ужасная потеря, если какая-нибудь империя задавит какую-нибудь культуру, так что от него остается лишь память. Это всегда преступная деятельность, в принципе. И поэтому я думаю, что сомневаться в этом, нужно ли это, вообще не стоит. Это вне сомнений. А далее уже, lase sinna jalga praegu, mine mine. Ja внук пришел, спросил, у меня печенье еще остались. Я ему сказал, что потом будем обсуждать. И поэтому одно дело избавиться и уменьшить факторы, которые нас задерживают в старом, а второе – создавать предпосылки перехода в новое качество, где система общества как система функционирует, изменяется и развивается в сторону, где человек может чувствовать себя свободно, творить и радоваться тому, что он не зависит во всем от кого-нибудь другого, а о том, как он умеет думать, творить, радоваться результатам. Но вот национальную идею может сформулировать и как-то внедрить в общество один какой-нибудь, я не знаю, политик, философ, музыкант, или кто это должен, откуда она должна взяться? В этом, я думаю, нет такого правило, что один будет правильный, а все остальные ложные. Да, в истории немало таких случаев, где
вдруг встал герой, который, то есть встал человек, который осуществляет сверхзадачи, осуществляет самые надежды и настолько сильно верит в будущее, что никакие препятствия не являются слишком большими, и за ним встает весь народ, за ним не страшно ничего, и все окажется осмысленным, так как он настолько четко и системно мыслит, что сомнений в том, что мы идем правильным путем, уже нет. Такой герой может быть. Но можно и могут быть и другие пути. Но, например, Эстония из Советского Союза, если сказать, что пели себя свободным, то это не совсем точно, но в этом большая доля истины. Если люди перестают бояться, ничего уже не страшно. Ну вот белорусы сейчас очень хотят добиться свободы, той свободы, о необходимости которой вы в начале нашего разговора много говорили. Стремятся вырваться из этих пут и советскости, и авторитаризма, лукашизма и так далее. Ну вот представим себе, что эти чаяния народа осуществились, сбылись. Вот она, свобода. Какие опасности вот вам видятся, могли бы вы предсказать, вот у этого уже свободного белорусского народа могут возникнуть? Опасностей много. Первое, если свободные люди, тогда самому надо отвечать. А отвечать далеко не всем хочется. Про это мы уже немножко говорили. Далее, ведь одной из самых таких трудностей система образования очень плохое. И особенно трудно в Эстонии. Я сейчас такую неприятность скажу. Система образования вовсе не сеть школ. Система образования – это значительно больше, нежели то, что делается и, так сказать, в кавычках, но дают в школе. Требуется готовность всего населения, требуется кардинально изменить систему образования. Требуется, чтобы люди научились видеть проблемы как противоречие между тем, что есть и что должно бы быть. Если представление о том, что кризис, тогда надо выявить причины кризиса. Кризис устранить нельзя. Можно устранить или уменьшить факторы кризиса, а их надо системно выявить. Это непросто. Это требует большого такого напряжения и того, что вся интеллигенция как один делают все возможное и не сдаются. Вот эта вера в самого себя, вера в будущее, вот фактор, который вырастает в процессе освобождения, и он перед ним уже никакая трудность не слишком большая. Ну и в завершение, господин Воглайт, представим себе такую ситуацию. Вот белорусский народ
долго думал, долго решал и никак не смог придумать себе или сформулировать себе свою белорусскую национальную идею. Почесал так вот голову и приезжает в Таллин и пристучит в ваши двери и говорит: господин Ваглайд, вы же социолог, вы же были депутатом Народным Советского Союза, многократно избирались депутатом парламента Эстонии, вы же почетный профессор Тартусского университета, да и просто человек умный и с богатым жизненным опытом. Дайте вы нам, бедным белорусам, национальную идею. Подскажите. Вот что бы вы ответили? Я бы сказал, что спасибо за доверие, однако я в принципе этого не могу сделать, так как это вырастает в самом народе. Она созревает как груша. Созревает, и когда народ готов, тогда оно будет. Из чего состоит национальная идея? Про это можем обсуждать. Ну, из чего она состоит? Первое – это идентитет. Во-вторых, система принципов поведения. В-третьих, по-эстонски это слово «сихт». Это направление, по которым двигаться, но это идеологические эти линии. Вот мы сегодня говорили про самостоятельность. Это ведь принцип, не только цель. А это и направление, что не вправо, не влево, а прямо. И также вот такие факторы, например, как пространство коммуникации, пространство образования, пространство, которое обеспечивает сохранение всего того, чего нельзя, за счет чего нельзя жить. А это в первую очередь культура, здоровье и самое обыкновенное слово вылетело из головы. Мне уже все-таки 86-й год идет, и другой раз скажу. Ну что ж, это повод, чтобы еще раз поговорить. Ну, а белорусам у нас есть такая подсказка. Вот видите, вот эту вот книжечку. Тут собраны лучшие мысли о национальной идее многочисленных гостей нашей программы. Философов, писателей, музыкантов, архитекторов, дизайнеров, рекламистов. Просто хороших, умных людей. Почитайте. Думаю, что национальную идею формулировать лучше, почитав такой вот учебник «Азбуку национальной идеи», которую мы составили с Максимом Горюновым. Для вас у нас есть такой вот подарочек. Это кружечка с нашим логотипом программы «Идея X» и нашего Еврорадио. Это вот и нашего партнера крамы с национальным колоритом Symbol By. Думаю, при возможности передадим вам в Таллин, чтобы вы пили там из нее кофе, горячий кофе, и думали, может быть, о Эстонии и Беларуси.
Ну, у вас, да, вижу, тоже прекрасная кружечка есть эстонская, ну, наша не помешает. Спасибо большое. Я нагадаю, что з нами на сувязі быў выдатны чалавек, эстонскі сацыёлаг, грамадствазнаўца, педагог, і гэтак далей, ганаровы прафесор Юла Воглайт. Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук вялі гэтую праграму. Глядзіце і слухайце нас, думайце над нацыянальнай ідэяй і адчувайце сябе свабоднымі.